Что, как без сачка его? Крупная, да, вроде? Да леску надо было. Сейчас обтройник. За леску будет, а нет? Друзья, всем привет! 17 июня у нас на календаре, как я вам вчера и обещал, выезжаем. Ну, не на рыбалку, а, как говорится, совмещать полезное с приятным. Ну и, конечно же, будет рыбалочка. И с нами сегодня Валерон и Алексей. Два брата. Оба были у нас уже на канале. Кто давно на канале видели их. На летней, на зимних рыбалках. В общем, забрали с собой сегодня еще один мотор Сузуки из Казанки. По просьбе моего тезки Геннадия, с которым мы ездили на лесную речку. Едем за лодкой. Ну, чтобы просто так не кататься, решили вот так совместить полезное с приятное. И еще плюс у меня сегодня рабочий день, так что у нас 3 в одном. Выезжаем. Поехали. Как-нибудь сейчас груз распределим. Выезжаем, поедем самосплавом. Взяли с собой контейнер Арктику, набитую льдом. Так что надо это, наверное, лимонады, минералки сунуть туда, чтобы прохладненькие были, да? Легкотня вообще. Да, вот все это. Доедем до более-менее первого такого места перспективного. И дальше поплывем самосплавом. Часа 3-4 нам как бы время позволяет. Покидаем спиннинг по пути попутно же опять. Ну а там сделаем дела по работе. И потом уже... Нет, мы, наверное, порыбачим, а потом лодку на обратном пути заберем и все, да? Вместе поедем. Все, так и сделаем. Все, погнали. Куча оводов. Сегодня жара. По прогнозу обещали дождь с утра. В жару мерк вообще работает даже без подсоса, без ничего, просто... Без бензина и даже дергать не надо, он сам заводится. Так, сюда назад, Лех. Груз сюда назад тоже иди. У нас там мотор. Валера, наверное, тоже назад сюда, на вторую сидушку. Да. Вот, потому что равномерно груз, а то у нас воздух будет капать. Ой. Все, до свидания, родной красивый берег. Скоро мы будем жить здесь. 3-й год уже, скоро здесь будем жить, все никак не доберемся. Но в этом году, наверное, уже точно. Водопровод практически готов. Сарай готов для выноса хлама. Впереди ремонт, но это в июле, наверное, Валентина в отпуск выйдет, ремонтик сделаем. И, наверное, все-таки в этом году переедем. А здесь красота, здесь можно жить вечно. Ты бы хотел жить на таком берегу Сыктывкаре? Только Печоры там нету. Ну да, главное, чтобы близко было. Ну вот, как дача, это вообще идеальный вариант, конечно. Ну да. Да я бы здесь круглый год жил. Честное слово, вот. Не лежит мне душа к этому Троицку, блин. Но я в Троицке не живу, я только там приезжаю иногда. Все, погнали, посмотрим, как вытянет. В принципе, нормально должно. Мы в Ереме ездили, больше груза еще было. Нагрузочка чувствуется все равно. Нагрузка чувствуется все равно. Сколько у нас тут? Полтонны весом как минимум. А? Как нету? Я сотка, ты сотка, Валерон сотка. Ну в тапочках. Бензин, мотор. Ну 450 килограмм уговорил. Поменьше.
не хапает, да и ладно. Погнали. Опа, сейчас кусты. Я вчера кусты поймал уже на берегу тоже. А не, мы вот вечерком ездили рыбачить в Лерона с Леной. Прямо из-под берега почти все повытаскивали. Дальше поедем мы самосплавом. Нет, здесь я блесну точно уберу, поставлю резину. Она, во-первых, тяжелее, глубже идет. Блесну так пробовали сейчас на перекате. Алексей тут у нас уже отличился. Счет размочил, поймал первого хариуса. Но перекат мы пролетели быстро, воды еще очень много. А здесь как бы глубина позволяет, и лучше резинку поставлю желтую. Во-первых, джиг тонет поглубже. Во-вторых, цепляться за траву, за кусты одним крючком меньше цепляется, чем... Опа! Гнался кто-то. Видел, за хвостик дернул. Я его вижу и почувствовал тоже. Длинный твистер желтый. Овер оранжевый, да? Средненький. Леха упорно. Легкую блесну надо утяжелять это чебурашкой. До поводка ставить чебурашкой. Ну, слушай, у меня как бы нормально летит. Она у тебя все равно высоко. Она же не тонет. А тут глубина, мама, не горю еще. Обычно тут еле-еле лодку несет. А, сегодня еще и ветер нам южный помогает, да? Не берет. Чем удобна Уралочка, это спокойно рыбачишь, не боишься, что друг друга зацепишь, да? Каждому свое место. Втроем идеально, можно четвером. Казанки все-таки втроем тесновато. Что-то не круто, не надо. А кушок. У нас сегодня Леха один будет ловить. Что-то съел. Ну, Лерона тоже. На резину? Не, на колебалку. На колебалку? Ты же оранжевую резину крутил. Что-то крупное? Ясь! Вездесущий ясь! На колебалку. Ты только что или поменял, да? Поменял 2 заброса. И сразу здоровая колебалка и ударил язь. Вот так вот. А я, кстати, заметил, что этот язь колебалку тоже любит. А сейчас мужики приезжали, Саня тоже. Колебалка, наверное, крупнее этой. Тоже язя ловил на колебалку. За колебалку. Это ж сколько надо прожорливости, чтобы на такую блесну кидаться. Она, наверное, вот всю рыбу и губит, да? Косяком проплывут, как саранча, и нет ничего живого после них. Так, один як еще не обрыбился. Приехали городские опытные ребята, блин, нахуй здесь. Не дают шанса отличиться. Ну, с таким темпом мы быстро доплывем, блин, как нас носит. Поклевка, зацеп. Очень воды еще много. Очень много травы, кусты под водой еще много. Нету русла совсем еще. Этот берег высыхает полностью. С одной стороны. С другой стороны, зато есть глубина для щуки крупной. Что-то ее не видно. Ну, ехать поприятнее. Ну да. Раньше... Раньше это... Щуки было столько, едешь так, особенно ближе к вечеру, кругом плещется, это всплески такие щуки. А сейчас тишина. Одни язи. Видать, даже щуку язи застращали, блин. Ну что, до первой поклевки, может быть, когда-нибудь и мне клюнет. О, легкая поклевка.
А сачка не взяли под сак. Леха сказал, что будет руками доставать. Опа, у меня тоже поклевка. И тоже щучка. О, Лёхе получилось достать. В лодке сошла, да? Ну, поводок порвался. Поводок порвался? Опа, у меня... В смысле, перекусила поводок? Да нет, он уже старый был. Тебе тогда просто вдвойне повезло. Все, в лодку спустили, сачок оставили в будке. У меня первая поклевка, щучка, считай, тоже попала. Резинку, Валерон, на эту оранжевую. Резинка? Че, она с крючком там, да, у тебя щука? Нет, выпал крючок. А маленькую резинку? Ну вот эту, да, оранжевую маленькую. Тебе поводок менять тогда надо? Да, сегодня. Нифига себе, тебе вдвойне повезло тогда. Да. Так, может есть рядом? Илья, язь походу. Язь. Язь. Хвост длинный, до крючка далеко видать, за губу только берет. Сошел, ну, язь попадал. Далековато от берега, надо ближе подъехать. Тут, наверное, глубина, мама, не горюй уже здесь под нами. О, еще дружок язенький на морковку взял. Тоже возле берега, да? Да, не привезу, да? Конечно, у язя нет такого, наверное. Да нет, пасть-то. Слишком длинный хвост. Но зато на щуку он хорошо играет. Оп. Была поклевка. Даже волной видно было, что поднялся. Мне даже крутить не надо, по течению и так идет, как троллинг. По течению, да еще и попутный ветер. Нас так до обеда донесет до места. До Скаляпа донесет. А? Резинка уже вся просто искусственная. Что искусственно? Резинка вся уже просто. А, покусанная? У меня как-то двухногая лягушка была. Щуки тоже одну ногу откусили. Пол ноги. И начал лучше брать даже, чем когда две ноги были. О, плесканулся. А нормально сейчас развернет. Бойтесь, главное, чтобы не упасть с лодки. То от берега, то к берегу не поймешь. Вон это все берег будет еще. Видишь, трава где? Что, клюнуло? Окунь, окунь. Ты только что окуня вспоминал. Окунь? А говоришь, окуня нет. Опа, Валера тебя перекинул, да? Не, я тебя поймал все-таки. Да. Я не заметил, что у тебя там. Ну-ка, Леха, освободи от Валеры. Ты все колебалку, да, Валер? Короче. А нет, вертушку сейчас никто не крутит. Поставить вертушку, покрутить. Молчит, втихаря главное. Язь. Ты вытащишь, хватит? Не, вытащить, да. Сорвется. А нет, не сорвется. За глаз. Я вчера тоже за глаз так поймал. Опа, сорвался. Главное, лодку перекинул. Мы запросто мог за лодку выкинуть уже. Сорвался и на седуху. У меня как-то со седухи уходил уже. Я думаю, вроде за глаз должно быть надежно. Он за череп не видать, не за эти, только чисто за глаз. Ты ему
пасть порвал, моргал и выколол. Июнь месяц, а окунь до сих пор молоко. Ему так хорошо, что он весь... Больше, чем у меня, блядь. Ну ты же не окунь. Я и покрупнее, блядь. Смотри, берег зарастает, такой красивый берег, вот обрыв был, да? Сейчас скоро его уже видать не будет. Береговая зона вся заросла. Лет 5 назад еще чистый берег был. Все кустами заросло, даже здесь. Это ты все на оранжевый, да, окунь? Надо оранжевый? Не. У меня виброхвост оранжевый где-то был. Есть. Я хочу вот на эту. Ну, должна же работать вот такая вот вертушечка с рыбкой. Че я вчера не поставил? А ты вчера докуда гонял? Да я напротив Пукча был. Я до Русанова съездил и с Русанова сплавился. Очень много времени просто на перекате провел, а хариуса пытался поймать. В итоге 2 окуня ведь поймал, уже вижу, что окунь клюет. Опа, это я тебя перекинул, да? Это я по-быстрому. О, по-быстрому не получится у меня. А, нет. Зацеп. Вижу, что окунь клюет. Нет, я все равно упорно продолжал это хариуса ловить, пытаться. А, у меня рыбка порвана это вся. Ее надо ниткой смотать голову мне. Крючки ржавые. Ладно, погоняем. В итоге я потом под вечер уже после заката солнца начал ловить. Вот чуть-чуть успел половить и все. И ловился окунь, хороший окунь. О, была поклевка. Или что это? Ой ты, бля. Еще меньше. Ты бьешь все рекорды, Лёх. Нитки нет в кармане ни у кого? Нитки? Да. Морду перевязать ему. Или резинки кусок, блин. У меня рыбка развалилась, покусанная щуками вся. Вот так вот добавил немного желтого цвета. Не знаю, что у нас получится. Ну, тут у меня крючков-то нет. Снизу 2, сбоку 1. Ладно, до первой поклевки покидаю. Нет, так нафиг. Просто малышня, да? На воблер? Воблер такой блестящий, новый что ли еще? А куда покупал? Бля, 1000 рублей. Сколько? Офигеть, и что ты хоть ловил на него? Ну, слушай, мне, короче, этот пацан один такой, ну, на работе сразу говорит. Я говорю, остановился, говорит, на работе, в командировку ездил, где будет в этом. Остановился, говорит, 4 щуки поймал, я говорю, ну что, говорит, вообще ничего не берет, я воблер, говорит, купил. Он говорит, 1000 рублей стоит. Я говорю, до хера, говорю, не буду такой покупать. Я, говорит, тоже, говорит, так жаба давила. Но реально, говорит, вот у пацана, говорит, такой спросил, он говорит, ничего не клевал, на него клюет. Я такой, бля, ладно, куплю. В прошлом году купил, приехали сюда. Я такой, ну, выезжаем на Печору. Первый заброс, хлоп, окунь. Там второй раз забросил, ничего, третий заброс делаю, хлоп, окунь опять. Думаю, ну все, заебись, я покрыл. 1000 окупилась. И больше ни хрена вообще. Ну что ты дашь? Мне кажется, на Джуме такие воблера можно за 100 рублей купить, блин. Ну я где-то этом покупал, на закатывал. Он долго шел еще, но... На Джум, наверное, долго идет. Я купил на Джуме, короче, блесна. Такие расцветки классные. Там вообще шикарные такие расцветки. Заказал, выбрал. Приходят через 2 месяца, блин. Короче, желтые и белые. Никаких расцветок нахрен даже нету. Я говорю, блин. Открываю спор, короче, говорю, вы что, мне отправили фотографии, пофоткал. Я говорю, заказывал такие, прислали такие. Не вопрос. Хлоп, деньги на счет приходят мне. Там свой кошелек, как бы на Джуме у меня тоже. Нормально. Ни товар обратно не отобрал. Ну что, у меня блесна остались, а деньги отправили. Я, короче, заказываю по новой. Опять выбрал расцветки. Добавил еще там пару блесен. Еще раз заказал. Приходит
опять хрень какая-то, желтые, красные, ну, белые. Опять нет той расцветки. Третий раз не стал уже. Мне кажется, так можно было до бесконечности споро открывать эти блесна. Обыкновенные вертушки там 80-90 рублей. Вот такие вот. Но присылают тебе не той расцветки, которой ты заказываешь. Не хотят. Тоже попробовать здоровый воблер поставить. Может, щука возьмет. Криво, блядь. О, щучка на колебалку. Так, за удочку не поднимете, за леску надо, наверное. Да, это за крокодилом хоть сейчас подумал. Опачки, на месте. Нафига профессионалам подсак вообще? Они и так без него ловят. Такая крупнее, если дернется, руку порезать может запросто, да? Ну да. За плетенку-то, блин. Колебалка. Я вот поставил воблер красивый. И нифига не хочет. Ну опять это нельзя, пинцет, да? Там все руки исцарапывать, доставать блесны. У меня эти есть. Зевник есть. Что, достать, Валяр? А, не заглотил так. Такой же, да, как лёг или меньше? Поменьше. Ты кого, опять окушка? Нет, кариус? Офигеть. На вертушку, да? На ту же? Не, другое. Или про кого говорил, универсальная-то? Универсальный, четвертый. За 70 рублей, которая? 200. А, за 200, ну... Да за 200-то, конечно. Ручья я есть. Вот, давай, если встанет, хорошо, здесь порыбачим. Опять на колебалку. Универсальная колебалка, Валеры. Вон, устье ручья здесь, не знаю, только кидать неудобно будет. Стать-то встала лодка. Если что, постоим, если не снесет. Специально якорь кидать не будем. Опа, это где что? Вон, плесканулась, видишь, щучка? Или язь. Потому что тут в устье ручья малька много и хищника тоже достаточно. Окунь здесь тогда хорошо. Не остановились, поплыли дальше. Вертикальную проводку. Я просто играл как на блесну этот зимнюю. На мормышку зимнюю. На резинку-то клюет, но на вертушку-то похуже, конечно, с вертикальной. Где? На все, говорю, клюет по большому. Трава. Тихо, тихо, тихо. О, на месте. Язь, язь. Печорский толстолоб. Так плавненько, главное. Как сюда специально плыл, да? Ты, наверное, по учебнику Сабанеева учился рыбу ловить, да? Не знаю, что такое. И не знаешь, да? Ух ты, блин, ни хрена себе колебалка. Ее можно за 500 метров кидать, блин. Тяжеленная. Мелковато здесь, да? А вон перекатик так. Да, по поводке, да. Возле берега, да? Не щука? Щучка. Щука. Ну да. Как, с ней будешь бороться? По учебнику или как? За жабру бери! Хорошенькая.
Выгулять решил? Интересно, да? Бегает. Опачки. Точно подсак вам не нужен. На вертушку? Короче, берет на все. Зевник нужен, нет? Да. Ножницы. Так. Ножницы. Вытащил. Достану все-таки на всякий случай. Вместо включения она у меня все снимала, получается. Ты бы ведро открыл, я ведро кидал бы сюда. Пока. Потом бы туда время осталось бы. Джиг. Там что-то лежит. Там ведра, да. А ну тогда нахрен. Тогда на. Так, кидай. Не успел включиться. Валера с язями спортивной рыбалкой занялся. Поймал, отпустил. Тоже язь? Нет, окунь. Тоже на вертушку перешел. Говорят, на Печоре много крупной щуки появилось. По весне вот сетями ловили по 7, 8, 9 килограмм. А летом куда-то пропадает. Заканчивается просто. Ну сейчас же сколько? На 5, да, поймали? 5, да. Ровно? Ровно 5, 5 Офигеть. Наверное, окуневое место проплыли. Яму тоже сидит. Не, все-таки я бы ведро кидал, потом бы с ведра оттуда вытащили. А? А то просто неудобно тебе же каждый раз тебя гоняю. Можно еще немножко водички туда закинуть. Они одно немножко поплавают. Немножко даже поплавают. Потом перестанут плавать, мы их это... Холодильник. Хорошая штука в жару этот холодильник, конечно. Вот такой же брали. Окунь. Или что-то крупнее. О, у меня что-то походу крупнее. Нет, тоже окунь. Видишь, а говоришь, окуней нету. Пошли окуня, или время подошло. А его не поймешь, говорят, вот днем не ловится, а утром, вечером только ловится. Бывает наоборот, днем ловится, а на закате нет. Бывает ночью он ловится. Когда как, ему дать, не писано время это. Опять поклевка? Нет? О, у меня опять нет, сход. Третий раз. 2 раза брал, сошел, 3-й раз. Вот. Нашел. На белый твистер начал ловиться. Что только не пробовал уже. Или просто время подошло. Или просто окунь здесь. Или все 3 звезды вместе сошлись. Нет, вон поклевка опять. Каждый заброс. Все-таки, наверное, резину подобрал. Тоже весь в этой хуйне, блин. Тихо, 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 будь. Только вспомнил щуку, что мы здесь ловили ее в этом месте. Но
Главные уромки. Blue Fox 4 номер был, у меня 3. Желтая с красными точками такая блесенка. Не знаю, разница вроде бы небольшая, но мне чуть меньше, ему чуть крупнее, знаешь. И волна северная была. В куртках, зимних куртках рыбачили. Холодина стояла, а щука брала в июле. Мне кажется, еще эти холода наступят все равно когда-нибудь. Не может быть такого, чтобы в мае лето наступило и без холодов. Вот оно, да? Не может быть такого, чтобы лето наступило без холодов. Ну а что, так и есть? Так и есть, оно звучит странно, согласитесь, изначально. Я как-то помню, в рейс пошел. Июль месяц, не помню, 8 или 9. После и Купала уже было. Ну, еду, северный ветер и слякоть идет, блин, в морду. Я тогда околел, я замерз тогда вот здесь, возле дощатой избы. Встал, пошел в избу, затопил, согрелся, чаю попил с термоса и дальше поехал. Ветер стих немного. Я реально околел тогда. Ветрище, волна и холодина, блин. Где-то плюс 5, плюс 6, не больше было. И такое слякоть видно было, что не дождь это, а слякоть. И не град. И будет еще такое по-любому. Как-то, не помню, 21 июля, ну середина июля тоже была, мы с Троицкой ехали, пришлось остановиться, дворники не справлялись. Град пошел, и я остановился, потом выехали, и в Покче, и везде вот так вот сантиметров 5 лежит града, блин, вот этого. Ну град там это нормально. Сейчас у вас в Сыктывкаре недавно крупный был, да? Да, я как раз мы ехали по городу, едем с Санькой. И такой бам по крыше. Я думаю, ветка что ли упала, ветер чувствует, что есть, рядом. Бам, второй, бам-бам-бам, как начало. Я быстрее под дерево, блин. А если б дерево, бам? Вот я и думаю, такой, блин, что страшнее. Ну не помялось ничего, выдержало. Так вроде как бы и по новостям не было такого, что помялось. Ну реально, это было. Я думал, оглохнул в машине. Я не помню, кто мне, Лена, наверное, скидывала. Там не с куриные яйцо, но такие нормальные диаметры, льдинки были. Что, все? Проехали окуневое место? Кончились поклевки. Ну и правильно сделал, что не взял, да? Да. Так. Окунь. Этот мелкий, да, таких не берем. Давайте в озеро отпустим. Плавай там. А в озере попробуй провести. Щука вот может быть здесь. Но оно соединяется с Печорой вообще-то вон. Типа кури получается. Опа. Что-то у меня клюнул опять. Опять окушок. Но этот вроде чуть крупнее уже. Не намного. Но этот уже пойдет на коптилку. Аккуратно, бойтесь, может сейчас удариться. Я тоже в озеро попробую. Блин. Вот так и плыви вдоль берега. Только сейчас может лыжи куда-то втюхаться, блин. Опа. Прям заметил, что ударил кто-то, в сторону повел и сорвался. Окушарики, наверное, в траве здесь, блин, на мели. Вон малька сколько играет. О, видишь, а окуни здесь, вон. За мальками гоняются. О, видишь, что-то на окуня кинулось, видел, да? Я окуня тащил, и на окуня что-то здесь это... Ну, что-то типа щуки. У меня бывало как-то так, я щуку тащу, и где-то небольшая щучка, грамм на 700.
И такая где-то килограмма на 2-3, наверное, щука. На эту щуку нападает, но я успел поднять, не успела она чуть-чуть. Опа, о, вот это, наверное, щука была, нет? Что-то, вон, видишь? Да нет, это окунь. Окунь, да. Ну такая, это шустро нападает, аппетит есть, видать. Проплыли мы окуневое место. Вот где малек играется, там и окунь пасется. Там игрался вот в одном месте, в траве вот, на мелкоте, и окунь там был. Здесь курейки. Мелко, наверное, нет? Трава по-любому. Где щука? Хариус клюнул. И неплохой, если это хариус. Да, хариус. Два хариуса. Опа, дуплет. Смотри, Лёх. Два хариуса сразу. Ну-ка, прижмись, Валер, или никак? Блин, где палка-то? Надо прижаться здесь. Перекатик хороший, походу. Два хариуса с одного удара. Так. Ну-ка на, Лех. А, вон, один сошел. Этот-то вообще добренький, хорошенький он, видишь? Харизон можно сразу в контейнер, наверное, они подохнут все равно быстро. Один, видишь, как жадно, да, заглотил? Нормально так. Закинули. Там, наверное, тоже хариус был. Я говорю, плечь, что я думал, это язи, блин. Это харюза, оказывается. Че на резину хариус клюнул? Обычно они на резину-то не клюют. Может, это язь был? Не, я главное заметил, что один, ну, ударил по крупне, который, а как второй зацепился, я даже не заметил. Вот тебе и день. Сейчас полдень, наверное, да? Сколько времени никто... А, у меня телефон здесь. Специально посмотрю. Говорят, хариус вечером ловится. 12:34. Полдень. Вон когда надо выходить по хариусу, ловить его. Оп, ищи, еще один прыгнул. Оп, есть. Нормально он берет. Давай. Вот давай. Ну давай, что ты там? Смотри, как жадно. 3-4 раза подряд берет. Вы на блесну, да? Да. С мушкой которая? О, давай. Хариус есть, и он активный. Такое редко бывает. Вот сейчас бы на овода 100% бы взял, только удочку надо распутывать большую. Ну да, он мушку берет. Сейчас, наверное, на Скалябском перекате народ душит его. Так, сглазили мы этих харюзов. Сначала дуплет, потом 3 раза подряд поклевки. В общем, перестали они прыгать. Но здесь они есть. Вот достал удочку, решил попробовать на овода. Живого, да. Живого надо поймать, у меня уже сушеные. Что, прыгнул или? Да, прыгай. Там повыше, да? Если бы не зацепились, не нашли бы мы это место. Пока... Я специально же. А, специально зацепился, да?
Живого надо ему вода. Что-то вместо харюза у нас одни окуни пошли. Укололись, что ли, да? Они прыгают еще. Сейчас я одну блесенку достану, есть у меня одна. Проверенная. Стопудовые. Почти, да. Но обычно на овода-то уже это. Обычно на овода уже 100% берет. А тут так, что-то у меня никого. Так, пока никого нет сюда. Вот раз. Так, вот раз. Где-то здесь же он был. Нет, а он выше. Вон, подожди, Лек, я сейчас это... А, нет. Он повыше, я до туда не докидываю. Так, ну, небольшой перекатик, который так у нас обнадежил дуплетом хариуса. Пару поклевок было еще, и все, перестали. Или укололись. Нет, смотри, плещутся, отъехали, вон на дамбе там плещутся. Но что они пробовали, больше не берут. В общем, не стали терять время. Отъехали и пару окуней уже выдернули. Плыть нам еще далеко. До первой деревни, где стоит лодка. Но мы уже проплыли на около елок там 10 километров. И где здесь около 13 километров, 12-13 километров мы уже проплыли. 12 точно с деревни. И почти все самосплавом. Там сначала километра 4 проехали. Вот, гонится, 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 гонится. Ну давай, давай. Проехали. И здесь пару раз к берегу подъезжали. А практически все самосплавом. Вот сейчас к берегу ударимся, будьте готовы. Берег ударимся. С лодки главное никто не упадите. Нет. Даже пролетели. Я думал, сейчас нормально. Нормально. Вон хариус или что-то плесканулся опять. У тебя блесенка, да, Лёх? Я, да. Видел всплеск где? Вот здесь где-то. Напротив вот этого мыска. Или язи, или хариус, что-то плесканулось. Ну, ветер поднялся. Вон. На моторе против течения, наверное, некоторые на ветерке медленнее едут, чем мы по течению, по ветру. Сейчас вынесет на середину, наверное. Боялись, что к берегу ударимся. Скоро тот ручей уже, Лех. Гришайоль. Все, теперь уже можно в ту сторону кидать. О, малек плещется. Здесь, значит, должен быть окунь. Оказывается, у нас окунь скромный. А, студент. Или что, пойдет? Пойдет такой? Скромные они, под камеру не хотят ловиться. Ух ты! Что это было? Камень. Блин, как она не ушла, еле-еле. Да не, у нас 2 крючка. А, нормально. Успел вовремя. Я только завелся. Так, я сейчас сюда, подожди, Валер, я примкнусь к кустам. Только кидать, наверное, неудобно будет немного тебе. Ну, постоим немного, потому что с Лёхой мы тогда примерно такая же вода была.
Попробуем. Чем черт не шутит. Тогда мы просто здесь доили, да? Этого окуня. Тут, короче, ливень шел, ну дождь сильный, ну вот под дождем как раз подергали. И главное, ловили, он по одному, по два окуня попадал у меня еще с мушкой. И такое ощущение, что его просто выловили, и он перестал ловиться, да? Стайку выловили, потом поехали, считай, туда в Нядькурю, и там дальше начали доить. И щука хорошая попала. Не захотели. В этом году не захотели. Но это было лет 5 назад уже, наверное, да? Покче 300 лет как раз было, да, вроде бы? Или нет? Было 5 лет назад, да. Смотри, сколько малька здесь. По идее, окунь должен быть. Че он въеживается-то? Что, поклевка? Ладно, просто не попали на косяк, видать. Сейчас заедем в протоку, посмотрим, что протока нам скажет. В самом начале протоки окунь съедобный, что? Такой даже лучше на копчушку. Быстрее просаливается, быстрее провяливается. Быстрее коптится. Быстрее сохнет. Крупного, наверное, горячего копчения хорошо, да? Да. Горячая коптильня у меня новая стоит уже года 4, наверное. Так и не испытывал еще, блин. Я кто купил, жарил, ну постоянно делал. Сейчас наловили, может быть. А у тебя на Мылве здесь? Нет, там. В городе? А я как-то брал эту горбушу, покупал. И ее, ну не крупные такие, чтобы были. Пару штук туда. Оп, очень вкусно. Скумбрию смысла нет, она сейчас стоит $1 000 000. Так, здесь кустики могут быть, вон торчат. Видишь, да, Вадя, вон? Аккуратнее, мне в самой протоке еще. Вот тут поначалу кусты. А там пойдет коряжник, так что ставьте блесна, что хуже. Что не жалко. Джиголовки, там резину. Дорогие блесна лучше убрать пока. Сейчас в протоке это коряк до хрена. Можно потерять. Ну, попробовать надо. Бывает, рыба здесь есть. Еще плюс один язь. Блин, и он до сих пор бутылка в соплях. И что-то еще не остыло, что ли? Вроде холодненькая. Она же вообще не теплая была. Ну да, немного остыло. Че, так пока пусть на суше? Да. Вон воду кинь, вода прохладнее, наверное, нет? Да, кинь так. Да в соплях она вся. Это там тоже будет. Да там хоть в воде. Проточный язь. А здесь на свале тоже должен, по идее, быть, но что-то не хочет. Может, у них перерыв на обед? Ну вот. Знаменитая наша куречка. Посмотрим, что она сегодня скажет. Тут песчаный свал. С одной стороны. С другой стороны травка. По центру глубина. Воды еще очень много, но чисто теоретически рыба здесь должна быть. Плохо только, что здесь, наверное, ни течение, ни ветра не попадает. Куда нас нести будет, интересно. Рыба чего-чего здесь должна быть.
будет ли она ловиться. Вот здесь, наверное, воблерок-то и поставлю. Здесь щука должна быть. Вот здесь я прошлый год и выпустили в сетке мы щуку. Здоровенную. Хотя были ружья. Что, была поклевка? Тут скоро все зарастет. Вода упадет, тут болото болотом будет. Щука, окунь, язь здесь должны водиться в огромном количестве. Плотва. Плотвы тоже много. В последнее время на реке вообще плотвы километр стало. Особенно в этой курье. Что, въехали в берег? Я думал, поклевки последуют сразу. В саму курью не будем заезжать. Надо выехать, чтобы течение хотя бы немножко взяло, вдоль берега проплыть. Наверное. Сейчас попробую утопить. Нормально. Просто, наверное, перерыв в клеве, дневной перерыв. Бывает же такое, что не ловится. Перестало, что там, что здесь, нигде. Вот этот уже добренький. Тот первый был так. Показал, что он есть. Для разогрева. Клюнул все-таки один. Так, надо... Ладно, еще разик кину этого воблера и тоже поменяю. Щука что-то вообще брать не хочет. Вот у меня хороший воблер был. Черно-белый такой. Выручалочка, вся рыба на него брала. Утопил вместе со спиннингом. Ногой задел, а спиннинг тяжелый, железный был. На мещами бульк спиннинг, и с этим воблером утонуло. Все такое же не купишь. А нету нигде. Я такой не видел. Это мне Серега Башко с Донбасса отправлял подарок. Где? Карандаш. А говоришь, не берет. Блин, нас в курью загоняет опять, блин. Нам надо выезжать в курью, а нас загоняет. Это тоже, да? Это побольше, чем там. Выкинул? Да, блин. Получилось? Ну, получилось, да, но... Скажи, хрен ее выживет ли? Уплыла, но порвал-то нормально пачку. Так, что попробовать-то? Я уже не знаю. Ну что ловить? Желтую попробую, может на желтую кинется. А ты на воблер? А, на колебалку? Троллингом? Ну, я мотал. А, мотал? Блин, ветра нет и заносит курью обратно. Надо выехать на течение, чтобы течением несло. Открыли, блин. А? Не, открыла крышку. Что, полный контейнер уже? Мы сидели с этими девчонками в лодке. Кан, короче, рыбу складываем, закрываем. И сидим, бам, крышка от кана, знаешь, вылетает просто шампанское. И сразу за ней ящер.
как будто так хотел, блядь. Не, надо подальше выехать. Все, едем? Что, как без очка его? Крупная, да, вроде? Железку надо было. Сейчас обтройник. Железку будет и нет? Опа! Сошла, да? Ну, наша, видать, была. Что, трешечка? Трешечка? А? Трешка железная, наверное. А тут вы отпусти, бля. Нормально. Да, разогнула крючок. Разогнула крючок? О, красота. Блин, без очка-то хреново. На грани. Для перчаток проскальзывает, а эти точки. Она с другой стороны едет. Надо было это, блядь, руками, как обычно. Че, куда, туда ее? Че, убей ее, В контейнер? Да пусть живет в контейнере. Просто крышку открой полностью, чтобы это... Не будем ее туда ее закинем. В дырку-то не пролезет, наверное. Контейнер-то полный уже, да? Че, влез в контейнер? еле-еле. Постучить. Главное, чтобы не выскользнул. О, в сундуке. 4 это есть. А? 4 где-то. Четырешка. Блин, весов нет? Блин, всегда хочу безмен с собой возить, все забываю. Ну, на грани было, блин. Я бы руками не знаю. Молодцы, Янцика, да. Потихонечку. У вас как? Вчера веселей было. Что, на удочку попало? Не, мы этот. Мне надоел. Что, на удочку окунь? Нет, дорожка, подъезд. А. Такие. В самой Икурье не пробовал? Нет. Там на удочку-то, наверное, плотвы интереснее будет, думаю. Я вас не видел, не стал. И вместе со спиннингом. По колебалку эту? Да. Щучка? А, нет, окунь. Окунь. Опа. Ушел в лодке уже. Первая рыба на колебалку? Вот это, да. Знаешь, что она рабочая. Это при том, что еще без клевища. Время без клевья. Это что, рыба плеснулась? А? Смотри, что делает ветер, а? Всё поклёвка. Да ладно. Вторая подряд? Тоже окунь? Или покрупнее это что-то? Щука? Щука была. Что, перемотались? Или я снизу, да? Ёшкин кот. Ха-ха, карандаш. Туда тебе и дорога. 3 поклевки подряд, да? Блин, ветер поднялся. Не по течению, не наш ветер.
На вертушку наконец-то что-то клюнуло. Окунь. Долго они собирались. Долго у них время обеда, блин. Не, обед это как раз наоборот, когда кушают. Время отдыха. Ты решил весь свой арсенал испытать? А такую еще я не ловил. А? А такую еще я не ловил. А чё? Нормальную удочку только сломать можно. Зато без это. Издалека увидят щука. Это блесну, причем я на вычеге нашел в коряжнике. Да ладно. Да, кто-то троллил, видать. И чё, нырнул? Я остановился на резинке. Я на коряге не пишет, А, нифига себе. жесткий. Серьезные дяди там, серьезные рыбы на вычеге ловят. Нет, ну вот так вот порассуждать, да? Вот на эту колебалку, еще щучка-то маленькая мне вот эта попалась. Ага. Она, блядь, почти с размером в блесну, да? То, соответственно, большой, почему бы не взять вот такую? Да возьмет, конечно, я тебе говорю, на такую щуку кидается большую. А наоборот, опа, наоборот, мне кажется, это даже что за мелочью гоняться, вот за ней я прыгну, блин. Вот говорят, по осени, когда она уже жирок нагоняет, она как раз таки наоборот на мелкую не берет нихуя. Начинает по-взрослому атаковать. Ну, сплавились немного все-таки, нормально, если так нести будет, то нормалек. Лишь бы к берегу не прибивало. Вон, есть поклевка. О, хариус плещется. Перекатик. Надо попробовать бомбарду. Этот мелкий. Таких не берем, космонавты. Иди. Плавай. Плавун. Так, ну чё? Весь арсенал, блин. Ага. Пошла мазута. Ну что, Харюза, ждем вас, милости просим. Уток. Больше около 100 уток, наверное. И тут же сели. Поднялись, 50 метров пролетели и сели. Плодятся здесь, разводятся, наверное. Давай, нагуливайте жирок. Сколько? Июнь, июль, август. 2 месяца осталось до открытия охоты уже. Много перекусили. Приехали на Харюзовый перекат. И вот уже второй. Одного я на бомбарду, одного Леха. И мы сейчас его, как всегда, проедем. Вот сейчас вот ветер нужен, чтобы подняло. И сейчас мы его проедем, этот перекат. Быстро, наверное. Как всегда. Когда он не нужен, он дует, блин. Когда он нужен, он не дует. Только-только подъехали, сразу 2 хариуса поймали. По одному. И все, снесло сразу. Валера еще успеет. Ты тоже на вертушку, да, Валер? Там я еще успею немного. И все, здесь уже глубина. Дальше вон второй порог только теперь ждать. Если не поднимет. Хорошенькие, да? Тут уже глубоко, наверное. Махом пролетели перекат. Ладно, тут перекаты километр, наверное, вон порогами, только не постоянные, а глубина это. Поедем до следующего. А так мы никуда не доедем. Опа, есть, что-то клюнуло.
расход. Все, и унесло. Без ветра перекат махом проплываешь. Ветер стих. Аккуратнее, сейчас может это цепануть. Так, еще раз поднялись по перекату. И как назло, нету ветра. Был бы ветер, сейчас немного. Вот сейчас он нужен был, чтобы на этом перекате поддержал. А сейчас нет. Ветра нет. Закон подлости. Поклевка на вертушку. Да, ушел. И всегда так. Нужен ветер. Опа, перекинул, да? Ладно, потихоньку попробую. Ладно, вот и наша лодка уже, видать, возле деревни стоит. Пойдем мотор хоть скинем. Лишний балласт, груз. Мотор да бак. Скинем, сами дальше поедем налегке. На обратном пути лодку заберем. Все, проехали перекат. Ладно, не будем больше подниматься. Не вышло у нас похорюзить. А якорь кидать — это долгая история. На обратном пути, если время будет, покидаем вечерком.